Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В ходе разговора главы двух государств в дружественной атмосфере обменялись теплыми новогодними поздравлениями и добрыми пожеланиями благополучия, мира и процветания в адрес таджикского и узбекского народов. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, отметил, что в уходящем году, несмотря на все объективные трудности, удалось реализовать многие договоренности. Этому во многом способствовало проведение очередного заседания межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Душанбе. В том числе было подчеркнуто, что официально были сданы в эксплуатацию таджикско-узбекское предприятие «Артель Авеста Электроникс», а также построенные нашими узбекскими братьями средние общеобразовательные учреждения в Спитаменском районе Таджикистана. Глава государства особенно подчеркнул тесное взаимодействие сторон в условиях распространения пандемии COVID-19 и в этой связи высоко оценил гуманитарные акции Узбекистана в отношении нашей страны как высшую форму проявления традиций добрососедства и взаимопомощи, исторически присущих общению двух народов. В завершение стороны высказали заинтересованность в дальнейшем укреплении всех направлений долгосрочного и многопланового таджикско-узбекского сотрудничества в рамках стратегического партнерства. Сегодня состоялся телефонный разговор между основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, и президентом Республики Казахстан, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым. В начале беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступления нового 2021 года и пожелали народам Таджикистана и Казахстана благополучия, мира и процветания. В ходе беседы стороны также выразили готовность к дальнейшему продолжению доверительного межгосударственного диалога по всему спектру двустороннего и многостороннего взаимодействия Таджикистана и Казахстана. Особенно было подчеркнуто, что сторонам, несмотря на все трудности уходящего года, вызванные пандемией COVID-19, удалось сохранить положительную динамику развития таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства. В итоге Казахстан и сегодня остается одним из основных торгово-экономических партнеров Таджикистана. В заключение беседы стороны выразили уверенность в том, что совместными усилиями взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами во всех аспектах будет продолжено и в будущем. Сегодня состоялся телефонный разговор также между основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Президенты двух стран сердечно поздравили друг друга с наступлением Новым годом. В том числе лидер нации, президент Республики Таджикистан, пожелал белорусскому народу мирного неба, стабильности и устойчивого развития. В ходе беседы глава нашего государства отметил, что благодаря усилиям сторон взаимодействия двух стран в последние годы вышло на качественно новый уровень. В завершении была выражена уверенность в том, что стороны и впредь будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество в направлении продуктивного стратегического партнерства. Далее. Проведенный конкурс «Фуруги Субхи Дону Икитобас» впечатлил школьников Таджикистана и побудил на еще большее чтение книг, которые являются фундаментом формирования полноценной личности. Преподаватели общеобразовательных учреждений страны уделяют большое внимание внеклассному чтению учащимися дополнительной литературы, как отечественных, так и зарубежных авторов. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Фердауси, Алишер Навои, классиков и не только, но и современных авторов, учащиеся 6 класса общеобразовательной школы номер 8 города Душанбе, теперь познают не только на уроках литературы, но и на больших переменках. Стимулом, по мнению их наставника Хуршеда Дадабоева, послужил общереспубликанский конкурс «Фуруги Субхи Донои». Мне очень стало интересно, как там дети готовятся, как сильно у них желание есть, поэтому, чтобы учеников моих тоже было какое-то там желание, поэтому я вот поставил библиотеку, чтобы они просто так не сидели во время перемены, там приготовились, там разные учебники хорошие, там интересные. Инициативу классного руководителя поддержали и родители, и сами ребята. Так полки классной библиотеки
стали пополняться все новыми книгами. Здесь, плотно прижимаясь том к тому, уместились «Маленький принц» Сент-Экзюпери и электроник Евгения Вилтистова, Тимур и его команда Гайдара и Человек-амфибия Беляева, а еще Метерлинг и Ситников и, конечно, поэты Блок, Есенин, Цветаева. Ребята читают наперегонки, заучивая полюбившиеся строки. Так Умар с гордостью декламирует знаменитое «Жди меня» Константина Симонова. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят груз желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надеюсь всем, кто вместе ждет. Масштабная читательская акция, транслируемая по республиканским каналам, хороший толчок в стремлении для детей и самим попробовать свои силы. Я люблю читать, тем более у нас недавно появилась классная библиотека. И там у нас разные книжки, фантастика, сказки и история. У нас в классе недавно появилась библиотека. Очень это хорошо. Каждую перемену мы можем взять любую книгу и прочитать, что нам будет интересно. Здесь есть разные книги на любой свой вкус. Я очень люблю читать. Я прочитал книги «Маленький принц», «Остров Незнайки», «Ночь перед Рождеством», «Дубровский», «Метель», «Станционный смотритель», «Мышонок Пик», «Волшебник изумрудного города». Больше всего мне нравится фантастика. Я очень много читаю Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов. Девчонки и мальчишки тянут руки, и каждый хочет блеснуть перед камерой своими знаниями в богатом и необъятном мире литературы. И это важно, ведь именно со школьной поры первые лучики учения, зарождаясь в этих детях, будут освещать их путь на большой дороге длиною в жизнь. Без воды немыслимо существование всех живых организмов. Она с древности считалась первоисточником жизни. Почитание воды известно с самых древних времен. Наши предки учили своих потомков правильному отношению к воде, ведь в процессе своей жизнедеятельности человек потребляет огромное количество воды. О радости, которой приходит в дом, в который провели водопровод, наш следующий репортаж. В селениях Гулобот и Дусти Джамуата-Лол-Азор Дангаринского района проживает 1496 человек в 236 домохозяйствах. В связи с отсутствием водопроводной линии население испытывало трудности с обеспечением питьевой водой. При финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан с активным участием местных жителей и общества с ограниченной ответственностью Оби-Хайот была проведена водопроводная линия полиэтиленовыми трубами разного диаметра. Установлена емкость объемом 25 кубических метров, центробежный насос и уличные колонки. Источником эффективного обеспечения водой послужил Дангаринский магистральный канал ВД-1. На днях также была сдана в эксплуатацию линия водопровода Кишлаке-Хурамзамин, где проживают 730 человек в 125 домохозяйствах. Для местного населения большой проблемой было отсутствие питьевой воды. Сейчас здесь провели линию водовода полиэтиленовыми трубами разного диаметра, установили металлическую емкость на 20 тонн, центробежный насос и уличные колонки. Естественным источником послужил Дангаринский канал ВД-3. Данный проект был реализован при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета спасения Арала в Республике Таджикистан, а также открытого акционерного общества Обудей Дангара и жителей селения. Реализация данного проекта улучшила условия жизни населения и положительно скажется на санитарно-гигиеническом состоянии. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.